Здравствуйте! Как известно, электроэнергетика является важнейшей составляющей жизнедеятельности и экономики нашей страны. Очевидный факт, что в последние годы Абхазия испытывает большой дефицит выработки электроэнергии. О том, что делается в отрасли для преодоления этой ситуации, мы поговорим с министром энергетики Республики Абхазия Баталом Мушба. Здравствуйте, Батал. Зирахбад Гариб, Зирахбад телехобщества. Зирахбад. Батал Вадимович, какие задачи поставлены перед вашим министерством и как они реализуются? Как достичь независимости и самодостаточности нашей электроэнергетической системы? Как вы правильно отметили, сфера энергетики является ключевой отраслью вообще всей экономики, всего хозяйства в нашей стране. И государство сегодня уделяет особое внимание и приоритет в развитии этой отрасли. В этом году нами были приняты определенные меры, о которых мы более подробно с вами проговорим. Смысл и цель всех этих мероприятий направлен на то, чтобы обеспечить Республику Абхазия, обеспечить население тем объемом электроэнергии, который необходим для того, чтобы бесперебойно и качественно обеспечивать всех наших граждан и субъектов нашей экономики. Также я бы хотел, наверное, отметить, что президентом поставлены определенные поручения в части исполнения более высоких показателей по учету потребляемой электроэнергии, по наведению порядка в целом в отрасли и, конечно же, модернизация в рамках имеющихся возможностей нашего изветшавшего сетевого хозяйства. Это ключевые задачи, которые мы считаем важно и необходимо реализовывать в самые сжатые сроки. Какие успехи достигнуты по установке приборов контроля и по собираемости оплаты за электроэнергию? Знаете, прежде чем ответить по цифрам на ваш вопрос, я бы хотел сказать вообще, для чего необходима объективная система учета потребления электроэнергии. На наш взгляд и по тому опыту, который сегодня есть в этой отрасли, в первую очередь система учета позволяет каждому гражданину, каждому потребителю объективно контролировать и видеть те объемы электроэнергии, которые он потребляет, быть уверенным в тех начислениях, которые ему производятся. И для того, чтобы сегодня цифровизировать и автоматизировать это направление, приняты меры для того, чтобы в первую очередь создать необходимый информационно-технологический продукт, биллинг, который сегодня внедряется в работе нашей энергетической компании, а также устанавливаются приборы учета. Биллинг позволит нам в полном объеме уйти от так называемого человеческого фактора при начислении тарифов, при начислении платежей за потребленную электроэнергию. Это, на наш взгляд, создаст большую прозрачность, большую объективность и повысит доверие со стороны граждан к бытовой сфере в отрасли энергетики. Приборов учета в Республике Абхазия, новых интеллектуальных приборов учета поставлено 33 тысячи единиц. Эти мероприятия по интеллектуальным приборам учета мы планируем нарастить. Нужно отметить, что в Республике Абхазия приборы учета приобретаются средствами государства. Если мы посмотрим на опыт Российской Федерации и других стран, законодательство обязывает граждан и абонентов самостоятельно за собственные средства приобретать определенного образца прибора учета. В Республике Абхазия эти мероприятия финансируются государством. Они сами закупают эти приборы учета, но они их могут видеть, они стоят у них на площадке там. То есть наши приборы учета, они тайно за 7 печатями, где они находятся, мы не знаем. И, кстати, вот у меня был сейчас такой случай, пришел инспектор, контролер, или как это называется, он говорит, что приборы, которые они установили, он испортился, и теперь он начислит мне по тарифу без счетчика. Там сумма, конечно, получилась гораздо больше, чем обычно я оплатил. А кто обслуживать будет вот эти приборы учета? То есть они же будут ломаться, они же, их надо, наверное, обслуживать. Бывают случаи, когда они загораются даже. Вот. Приборы учета обслуживания, для этого создано специальное подразделение
как структурное подразделение предприятия, это АСКУИ, которое занимается в том числе обслуживанием вышедших приборов учета из строя. Это полностью обязанность и работа, которая закреплена за специальным подразделением Черноморэнерго. По поводу приборов учета, что они иногда выходят из строя, по поводу тех данных, которые они передают. Современные интеллектуальные приборы учета, которые сегодня устанавливаются в Республике Абхазия, они передают эти данные по радиоканалам напрямую в единый центр обслуживания в Черноморэнерго. У ряда приборов учета, которые ставились последний год в рамках отдельного контракта, и дополнительно необходимо запрашивать аппаратуру, которая обеспечит пульты, так называемые, для населения, для того, чтобы они самостоятельно могли видеть эти показатели. Те приборы учета, которые мы планируем поставить в следующем году, они уже будут включать и эту услугу для населения, чтобы пульт находился у каждого гражданина, он самостоятельно мог видеть те начисления, которые его производят. В случае же, если у гражданина есть необходимость в том, чтобы посмотреть выписку, он может обратиться в любое территориальное сбытовое управление района, города Республики Абхазия и получить детализированную выписку по всем начислениям, провести сверку. Нужно сказать, что у нас такие обращения в министерство от граждан тоже периодически поступают. Мы вместе с гражданами соответствующие запросы стараемся их максимально объективно и быстро предоставить всю необходимую информацию. И в случае, если необходимо, оказать содействие и помощь для того, чтобы урегулировать те вопросы, которые возникают у наших граждан. Но для быстроты, для оперативности, конечно же, районные наши филиалы, они круглосуточно занимаются этой работой и должны, обязаны предоставлять эту информацию по запросу граждан. Вот опять-таки многие бывает говорят, что почему не могут сделать так, чтобы я мог заплатить за электроэнергию с телефона. Ведь сегодня можно заплатить за интернет, связь по телефону, с карты, есть много источников. А пунктов оплаты, получается, вот в городе Сухум один пункт всего лишь. То есть, если представить, что все придут туда... Несколько. Несколько, да? Несколько, да. На новом районе. В Суэсе, на новом районе, да. Это неудобство, насколько продлится, когда, вот вы говорили немножко об этом сейчас, как быстро будет некая система, которая поможет оплачивать. Вот просто человек бывает в рабочее время, не может туда зайти, он едет на работу, опаздывает, и так вот проходит весь рабочий день, и электроэнергия употребленная, она не оплаченная остается. И насколько имеют смысл вот эти вот инспектора, там, которые проверяют, приходят домой, там, и как бы оплата происходит на месте. Я ранее упомянул, что сейчас внедряется технологический продукт, называемый биллинг. Что это такое? То есть это программа, которая автоматически данные с приборов учета, полученных из современных приборов учета, получает данные по потребленным киловатт-часам и автоматически их пересчитывает в рублевый счет, который выставляется абонентам. Здесь уже взаимодействие с конкретным кассиром, контролером не происходит. Функция контролера в текущих реалиях — это всего лишь представить абоненту выставленный счет. А сама оплата? Вот по поводу оплаты. По поводу оплаты нужно сказать, что параллельно мы разрабатываем так называемые личные кабинеты, личные приложения, которые позволят нашим абонентам в том числе осуществлять дистанционную оплату. К сожалению, ранее предпринималось несколько попыток для того, чтобы и создать биллинг, это несколько лет тому назад, и к нему подключить возможность дистанционного платежа. Эти мероприятия не были реализованы, хотя, конечно, в сегодняшних условиях мы понимаем, что это большое удобство для населения. Но сейчас нами поставлена задача, и мы эти мероприятия уже реализовываем. До конца года мы планируем, что личные кабинеты, приложение по дистанционной оплате будет создано, и уже в первом квартале следующего года мы его будем внедрять параллельно вместе с биллингом. Эти мероприятия необходимо реализовать параллельно. Ранее вы задавали вопрос, я бы хотел дополнить
По собираемости. Какие у нас показатели? Собираемость – это один из ключевых показателей, который позволяет и предприятию функционировать, и восстанавливать сети, приводить их в порядок по запросу наших граждан. В этом году за 11 месяцев собираемость и по физическим лицам, и по юридическим лицам составила 53%. По юридическим лицам у нас за 11 месяцев собираемость порядка 80%. По физическим лицам собираемость составляет 37%. Что нам позволяет собираемость делать? Очень часто такой вопрос возникает. Нужно сказать, что мы у себя на сайтах, на своих информационных площадках пытаемся периодически выкладывать информацию для того, чтобы и у людей было больше понимания, на что тратятся средства, которые они платят за свет, какое целевое назначение они носят. В этом году часть средств от собираемости была направлена на оплату коммерческого перетока электроэнергии для того, чтобы покрыть дефицит электроэнергии, который у нас по году формируется. То есть значительная часть средств, собранных за потребленную абонентами электроэнергию, потрачена на оплату перетока. Часть средств направляется на выплату заработных плат сотрудников, потому что это тот основной источник, который позволяет предприятию работать. Это наши энергетики, которые в любые погодные условия, в дождь, в снег, в ветер, ночью выезжают в случае каких-либо аварий, осуществляют свои прямые должностные В жару обязанности. тоже не сладко. В жару тоже не всегда комфортно работать, все правильно. Несмотря на это, в рамках имеющихся возможностей, ребята никогда не отказываются от исполнения своих обязанностей, за что я хотел бы, конечно, их еще раз поблагодарить. А другая часть средств направляется на восстановление наших сетей, распределительных сетей, в основном по запросу наших абонентов. В этом году у нас, наверное, мы далее подробнее поговорим, поэтому очень много было реализовано мероприятий по восстановлению сетей 10 киловольт, 0,4 в городах, в сетях изношенных сетей, для того, чтобы улучшить и напряжение в розетке каждого абонента, который подключен, питается с этих сетей. И такие мероприятия, конечно же, нам нужно проводить больше. Еще очень много мест энергосистемы, которые требуют модернизации. И для этого, для собираемости в отрасли очень важный показатель, который позволяет реализовывать эти мероприятия. Я бы хотел отметить, что в этом году у нас, конечно же, показатель собираемости значительно выше по отношению к 11 месяцам прошлого года. У нас показатель вырос порядка на 8%. Также в летние месяцы, вот с мая месяца по сентябрь, у нас среднемесячный показатель собираемости превышал 65-67% по обеим категориям, юридическим и физическим лицам. Но накопительный итог получился немножечко ниже за счет того, что первые месяцы были достаточно из-за нестабильной ситуации в стране, недостаточно высокие показатели по собираемости были. Собираемость – это… Вот у нас периодически возникает вопрос об инвестировании в отрасли. Каждый человек, когда оплачивает за ту электроэнергию, которая ему доставлена, за тот ресурс, который требует соответствующего человеческого обеспечения и технического обеспечения, он, конечно же, является соинвестором в свою энергосистему, когда он оплачивает выставленный абонентский счет. И мы благодарны тем добросовестным плательщикам, которые свой гражданский долг в этом смысле всегда добросовестно исполняют. По собираемости еще один вопрос уточняющий. Вот я всегда не понимаю, может, невнимательно. Имеется увеличение в процентах собираемость. Это имеется в виду, что больше абонентов сегодня платят или из-за тарифа просто выше сама собираемость? У нас увеличивается и количество абонентов, которых мы приводим вместе с работами по биллингу, по инвентаризации вообще наших абонентов, по учету. И приборы учета, там, где мы устанавливаем новые приборы учета, конечно же, они и дисциплинируют самих наших абонентов, что позволяет нам в том числе работать из той категории нашего населения, которая не привыкла к регулярным платежам. Поэтому мы здесь имеем эффект не только связанный с изменением самого тарифа, но еще и с такой большой масштабной работой
по наведению порядка в сфере учета, автоматизации этих процессов, ранее перечисленные мной мероприятия по биллингу, по созданию приложения для дистанционной оплаты. Это все инструменты для того, чтобы нашим гражданам, нашим абонентам было удобно, комфортно платить за выставленные счета. Я не хочу сказать, что у нас сегодня уже все вопросы решены. Пока проблемы еще есть, мы о них знаем, но мы над ними, конечно же, будем работать и устранять те проблемы, которые сохраняются. А то вот когда есть много неплательщиков, ну, какая-то несправедливая ситуация получается, платят все время одни и те же, и вот нет неотвратимости оплаты, чтобы все платили. Все правильно, вы правильно говорите. Я хотел бы тоже дополнить, что это, наверное, впервые в истории современной Абхазии, когда коммерческий переток для страны оплачивается небюджетными средствами. То есть все предыдущие годы, а у нас дефицит электроэнергии в Республике Абхазия ежегодно формируется с 2016 года. В том или ином объеме всегда дефицит электроэнергии возникал. И для того, чтобы его покрыть, направлялись бюджетные деньги налогоплательщиков. В этом году это беспрецедентно, когда собственными средствами, не отвлекая бюджетных средств, которые, как вы знаете, тоже носят и целевое назначение, направлены на развитие важных отраслей, поддержку нашего населения, они сегодня не направляются на эти цели. Суммарно средств направлено с августа по декабрь на сумму порядка 670 миллионов рублей по тарифу, который практически в дневные часы и более превышает тот тариф, средний тариф, который действует в Республике Абхазия. То есть мы сегодня вынуждены покупать электроэнергию по тарифам практически в 2 и в 3 раза более, чем те, которые у нас в Республике Абхазия, для того, чтобы покрыть этот дефицит. Это беспрецедентная сумма. Предприятие Рубчерноморэнерго и энергетическая компания таких средств никогда самостоятельно не направляла. Сегодня мы смогли эту задачу обеспечить. Это было поручение президента и поставлено всей энергосистеме, и оно реализовано в полном объеме. Ну, вроде в прошлые годы, когда вот такие форс-мажорные ситуации, причем с ранней осени начинались, по-моему, там гораздо выше был тариф, по которому покупали электроэнергию, и эти средства приходилось тратить из бюджета. А сейчас вот вы как-то предвосхитили эту ситуацию, и у нас на Ингуре-ГЭС как бы высокий уровень воды. Для чего вообще мы начали преждевременно покупать электроэнергию? Не потому, что у нас в августе не был дефицит. В августе у нас не было дефицита, в сентябре у нас тоже не было дефицита. Дефицит он формируется, как правило, как вы правильно отметили, когда водные ресурсы на Ингур-ГЭС заканчиваются и ближе к концу года. Но для того, чтобы рационально распределить тот водный ресурс, который есть на Ингур-ГЭС, чтобы в зимний период подойти с более наполненным водохранилищем и иметь возможность круглосуточного электроснабжения, руководством страны было принято решение о том, чтобы закупать электроэнергию заранее. Но я хотел бы здесь добавить, что с 1 июля в Российской Федерации увеличился тариф на 21,3% на услуги ЖКХ, в том числе и газ. А газ это является один из источников, на котором генерируется впоследствии электроэнергия. То есть к прошлому году тарифы выросли по закупке для нас как минимум на 21,3, и плюс еще там дополнительные для каждой генерирующей компании. То есть тариф электроэнергии, конечно же, он ежегодно в Российской Федерации растет, и для нас это возрастающая финансовая нагрузка для того, чтобы покрывать эти объемы. Ну, то, что вы заранее закупали, вы же еще старались покупать в наиболее такое время, когда тариф дешевле, ночное там. Все правильно. В Российской Федерации тоже существует дифференциация так называемого дневного и ночного тарифа в дневные часы. То есть это в те часы, когда работают предприятия, работают организации, большое потребление, соответственно, увеличивается спрос на электроэнергию, генерирующие мощности работают практически на пределе. В эти часы тариф очень дорогой. Он сейчас практически доходит до 8 рублей за киловатт-час. В ночные часы вот мы с
в ночные часы с августа по ноябрь мы приобретали в ночные часы, потому что этот тариф значительно дешевле. И в выходные дни тоже круглосуточно действует этот вот дешевый тариф. Ну, у нас, если когда-нибудь будет такое разделение по тарифам ночным, дневным, наши счетчики могут фиксировать два тарифа, ночью, днем, например? Счетчики фиксируют объемы потребления в киловаттной части, а вот дифференциацию по тарифам это функционал биллинговой системы, которая Ну, вот тоже это, вот вы занимаетесь этим. который, да, да, который, он будет замечательно. Вы упомянули, да, ранее еще по поводу уровня воды. Тоже, наверное, приведу такую статистику, что на 1 декабря 2025 года уровень воды у нас на водохранилище выше на 37 метров, чем то, что мы имели в прошлом году. В ноябре месяце наши граждане помнят, в прошлом году у нас были 4-часовые уровень. верные отключения. В этом году, в ноябре месяце, никаких верных отключений у нас не было. Более длительные отключения были в декабре месяце прошлого года. Порядка до 12-16 часов доходили отключения вынуждены. В этом году в энергосистеме в декабре никаких верных отключений нет. На Новый год свет будет? На Новый год свет будет обязательно в всех домах. Ну, экономика, слава богу, у нас развивается и такими хорошими темпами похоже. Ну, по крайней мере, вот то, что связано с туристической сферой, там отели, ресторации, все это же, ну, увеличивает потребление, там все эти кухни, это же плиты, холодильные установки, кондиционирование. Потребляется больше гораздо. Вот ваше министерство или, может быть, Министерство экономики как-то ведут какое-нибудь прогнозирование вот ситуации, которая вот в будущем году, насколько вырастет потребление электроэнергии, например, ну, хоть примерно так? У нас есть своя оценка прогнозов по росту, так скажем, возрастающих потребностей тех условий, технических подключений, потому что все подключения должны быть законны. И в среднем мы закладываем в свою модель порядка 5-7% ежегодный рост по техническим подключениям. Нужно сказать, что если сравнивать с предыдущими годами, это в среднем ложится на ту динамику, которая наблюдалась за прошлые годы для проведения такого сравнительного анализа. Хотя в некоторые годы, в 23-м и чуть ранее, среднегодовой темп был в этих годах значительно выше. Я бы вот еще хотел бы дополнить, что сама, конечно же, энергосистема, вы знаете, что Ингургаз у нас является основным, фактически единственным источником генерации, обеспечивающим Республику Абхазия в известных пропорциях. Но уже так, наверное, не секретом будет сказать, что когда создавалось это крупное беспрецедентное инфраструктурное сооружение в Советском Союзе, а нужно сказать, что сегодня эта плотина из Ингургаз в целом является одним из таких крупнейших гидросооружений в мире, входит в пятерку и уверенно сохраняет это место. Конечно, он даже тогда в Советском Союзе создавался как пиковая, да, балансирующая станция для того, чтобы вот эти вот повышенные нагрузки пиковые удовлетворять. Тогда в рамках большой страны, бывшего Советского Союза, электроснабжение осуществлялось в рамках большой энергосистемы, и никаких не было проблем с том, чтобы запитать мощности, которые необходимы были в Республике Абхазия за счет других источников генерации. Поэтому и предназначение самой плотины было немножечко иное в тот период, когда она сооружалась. Сегодня Ингургаз для нас является единственным источником электроэнергии, поэтому с учетом возрастающих, да, потребностей в экономике страны, а как мы понимаем, если сравнивать с жизнью людей 30-40 лет назад, время диктует более такие, скажем, энергозатратные потребности. В целом в мире электроэнергия — это тот ресурс, спрос на который ежегодно возрастает в мире. Вот я бы, наверное, приведу тоже динамику. Последний отчет Международного энергетического агентства говорит о том, что и в России, и в мире ежегодно спрос на электроэнергию увеличивается в среднем до 10%. Это и ставит вызовы перед теми генерирующими мощностями, которые есть в тех или иных странах.
Поэтому сегодня развитие искусственного интеллекта, создание новых больших дата-центров по обработке информации, по сбору этой информации в электронном виде, конечно же, увеличивает нагрузку и потребности на энергосистему любой страны. Потап Владимирович, а вот предыдущие годы, вот последние, там, когда у нас вот такое было всплеск прямо вот майнинга по всей стране, ну, говорили, что она добавляет нагрузки там процентов на 40, наверное, да, в среднем к общей существовавшей тогда нагрузке, то есть ну, значительную часть добавлял майнинг. Боролись с этим майнингом и вроде достигли каких-то результатов. И можно сказать, что это, наверное, уже на нет сошло. То есть у нас высвободилась же вот какая-то часть электроэнергии, но тем не менее все равно у нас живет дефицит. Пиковые показатели по потреблению у нас был в 2022 году, когда потребление составило практически 3 миллиарда киловатт-часов. Это беспрецедентная цифра. С 2022 года в потреблении сегодня в Республике Абхазия оно практически составляет 2 миллиарда 100 миллионов киловатт-часов. То есть здесь борьба с вот этим вот незаконным потреблением, а мы понимаем, что 2022 год это как раз-таки пик тогда развития вот этого направления майнинга в Республике Абхазия, незаконного подключения. И сейчас не наблюдается такого пика, но борьба с этим незаконным подключением, связанным с майнингом и с другими незаконными подключениями, она ведется. В этом году у нас тоже совместно с уполномоченными силовыми структурами есть динамика по изъятым майнинговым аппаратам. Эта работа будет продолжена обязательно. Конечно же, вот это вот незаконное потребление, оно и с социальной точки зрения выглядит несправедливым, потому что есть у нас добросовестные плательщики электроэнергии, которые оплачивают. Фактически они, получается, оплачивают и за ту часть населения, которая незаконно потребляет электроэнергию. И не оплачивала. И не оплачивает ее, да. Поэтому здесь мы, конечно же, и призываем и наших граждан очередной раз в том, что незаконное потребление, оно несправедливо по отношению и к нашему населению, в первую очередь, и к тем людям, которые сегодня вынуждены сталкиваться с какими-то верными отключениями, вынужденными техническими. Поэтому наша задача, конечно же, в том, чтобы постоянно обеспечивать условия для того, чтобы был бесперебойный свет в стране. Но такие злоупотребления, они должны и будут и дальше обязательно пресекаться. Как вы считаете, насколько необходимы инвестиции в этой отрасли? Или можно обойтись без них? Вот, допустим, даже мы так для простого примера, скажем, предприниматель захотел делать вот такой бизнес, то есть построить гидроэлектростанцию или другую какую-то систему. Предприниматель к вам придет и скажет: я хочу заняться таким бизнесом. Востребован такой бизнес? Никаких ограничений для того, чтобы предприятия, организации могли заниматься этим видом деятельности, естественно, у нас нет. Более того, государство, руководство страны, в целом мы считаем, что развитие энергетики, которая сегодня требует значительных вложений, финансовых вложений, инвестиций в нашу энергетическую инфраструктуру, оно, на наш взгляд, требует такого государственно-частного партнерства. Потому что, как мы ранее с вами говорили, потребности экономики, потребности страны в электроэнергии, по всей видимости, будут расти. Хотя необходимо, конечно же, побороться с незаконным потреблением, которое есть, и вывести его в зону законного потребления, и, соответственно, оплачивать его в полном объеме это незаконное потребление. Но более отдаленно мы понимаем, что потребности в электроэнергии, в растущей экономике, они неизбежно будут увеличиваться в современных реалиях. И здесь инвестирование, конечно же, в энергетическую инфраструктуру очень важно. Мы считаем, что такие механизмы необходимо реализовывать, и будут они поддерживаться и руководством страны, и в целом правительством. Будут направлены средства, и ранее были такие средства, и сегодня вот говорилось, что очень даже приличная сумма будет направлена на развитие бизнеса в стране. И из этих средств предприниматель, в принципе, наверное, может тоже вот такой проект предложить, если он пройдет, и как бы плюс к генерации.
Конечно, эта инициатива должна исходить от, если вы говорите о каком-то конкретном проекте, мы обязательно рассмотрим, выслушаем, конечно же, этот проект и хотели бы, конечно, увидеть его детально. А так, в целом, развитие и инвестирование в генерирующие наши мощности, в энергосистему, конечно же, оно необходимо. Это сегодня диктует наши реалии. То есть вот существующий закон об электроэнергетике отвечает сегодняшним реалиям, или его надо дополнить? Может, какие-то предложения инициированы вашим министерством к законодателям? Закон об электроэнергетике– это для нас базовый закон, по которому мы сегодня работаем. Хотел бы сказать, что некоторые его положения, закон был принят в 2017 году, некоторые положения не удавалось реализовывать различным уполномоченным органам, я имею в виду в свое время Министерство экономики разных лет. Но, например, мы отдельные его положения реализовали уже в этом году. Мы считаем, что этот закон, конечно, он носит необходима такая детальная проработка, но сегодня это базовый закон, с которым мы работаем, который мы исполняем, в некоторых даже вещах его исполняем по тем пунктам, которые должны были быть реализованы в 2018 году, например, чтобы быть конкретным, это вот перевод объектов муниципальной собственности энергетических на баланс единого оператора. Законодательство требовало, что все эти работы были реализованы в 2018 году, но, к сожалению, по разным причинам, хотя создавалось и две комиссии для того, чтобы перевести эти объекты, не были эти мероприятия до конца реализованы. Это по МУП СУЭС и МУП Махадыр. Мы эти мероприятия реализовали, опять-таки в рамках требований законодательства нашего об электроэнергетике. Скажите, а вот у нас есть малый ГЭС, там это вот они включены в единую нашу систему, и кто определяет цены, например? Вот если будут у нас производители генерации, ну, электроэнергии, цену будет определять государство или частник будет предлагать свои цены какие-то? Ну, знаете, у нас малых ГЭС действительно есть, и большинство из них, большая часть, она находится сегодня на балансе единого оператора, передающих распределительных сетей. Большая часть из них сегодня не функционирует, но тоже для ясности нужно сказать, что те генерирующие мощности менее 5 мегаватт, которых большинство, они, конечно же, сегодня в масштабах всей страны решить проблему с дефицитом не могут. Но они могут помочь, конечно же, в отдельной местности, в отдельном каком-то населенном пункте удовлетворить эти потребности, которые там могут формироваться. Находятся они все, еще раз повторюсь, на балансе единого оператора. Условия ценообразования, они определяются законом об электроэнергетике, ну и в целом отнесены к компетенции Кабинета министров Республики Абхазия. Ну, а арендованные объекты есть? Да, а также они, конечно, еще уточняются, конкретизируются в рамках там, договора в аренду имущества малых гидросооружений. На правительственном часе там вот прозвучало, что есть какие-то два предложения по генерирующим мощностям, по восстановлению, или их изучали, они подходят, или есть какие-то причины, может быть, по которым они не подходят. Ну, то есть они интересны, вот можно их взять на вооружение? Раз вы коснулись этого вопроса, тогда, наверное, я тоже небольшую такую предысторию этого вопроса скажу. Эти предложения появились не сегодня. Одно предложение появилось в прошлом году, другое предложение появилось еще ранее. Уже несколько лет, буквально 2 или 3 года, даже 3 года получается. Разные правительства их рассматривали и в прошлом году, и сейчас предложения находятся в рассмотрении, в анализе. Но что важно? Предложения, конечно, они актуальны, но предложения должны быть выгодными для государства. Я так понимаю, что те условия, которые предлагались несколько лет назад, и впоследствии правительство, возможно, считало, что необходимо их доработать, и поэтому эти предложения не были перенесены в практическую сторону реализации этих проектов. А так, сейчас мы тоже, конечно, в первую очередь исходим из того, что то или иное предложение, оно должно быть в первую очередь выгодно для государства и на выгодных для государства условиях. Я думаю, здесь взаимопонимание
вполне себе можно достичь. И мы надеемся, что когда все стороны этого процесса как бы достигнут конкретного понимания, то эти проекты будут реализовываться. Также я бы хотел дополнить вот по нашим большим передающим генерирующим мощностям, это перепадные ГС-2, 3, 4. Как вы знаете, мы освещали в этом году, было проведено достаточно такое углубленное техническое исследование состояния этих генерирующих объектов в мае месяце. По просьбе абхазской стороны приезжали технические специалисты с Росгидро, которые очень углубленно провели обследование этих объектов. И сейчас эти материалы, конечно же, очень важны при принятии дальнейшего решения, да, со стороны тех юридических лиц, которые заявляют намерение о их реализации. Ранее, к сожалению, такое обследование не проводилось. Возможно, мне сейчас сложно сказать, почему там несколько лет назад не принимались решения. Возможно, и в том числе не было достоверной картинки по техническому состоянию этих сооружений. Это тоже могло быть одной из причин, почему ранее не принимались соответствующие решения. Ну, вот вы часто говорите о перепадных, мы не можем понять, сколько их работающих и требующих реконструкции. Перепадных всего 4. Она работает совместно с Ингургэс. И та выработка электроэнергии, которая осуществляется Ингургэсом, и первые перепады, она, естественно, поставляется в Республику Абхазию в известном соотношении. Не работают 3 другие, 2, 3 и 4 перепадные. Но нужно сказать, что суммарная мощность вот этих 3 перепадных, она, конечно же, в половину меньше, чем установленная мощность первой перепадной. А сегодня вот есть чуть помощнее генераторы, я тоже так читал немножко. Ну, возможно, поставить более мощные. Ну, там, наверное, они незначительно мощнее, но... Есть техническая такая возможность, есть. Я думаю, что при реализации, проектной реализации, наверное, это будет предусмотрено. Но здесь еще не только зависит от самих генераторов, но еще от водных ресурсов, которые поступают. Вода, конечно, здесь имеет Ну, очень имеется в большое виду, при значение, тех же водный водных потенциал. ресурсах можно более мощнее, несколько мощнее поставить генератор? Можно, да. Сегодняшние технические условия позволяют. Еще один вот такой интересный вопрос, который, в общем-то, почему-то не звучит у нас вот нигде. Вот насколько вообще рационально и эффективно отопление бытовыми электрическими приборами? Мы вот целые города отапливаем. Рассматривается ли идея развития централизованного отопления? Это что же из вашей сферы, в принципе? Строительство ТЭЦ, например. Ведь на отопление расходуется львиная доля вырабатываемой энергии. А отопительный сезон у нас не такой уже маленький. Возможно ли без решения вопроса централизованного отопления достичь опережающего роста генерирующих мощностей, чем вот потребление? Можно вот как бы сделать генерацию выше потребления, если мы также будем отапливаться вот этими электроприборами? Гарри, если вы позволите, я, наверное, здесь бы хотел провести некоторые сравнения с тем вообще, как это в мире происходит в Российской Федерации, и сравнить с тем, что есть у нас. Вообще электроэнергия – тот ресурс, который очень сильно экономится во всем мире. Вот вы знаете, что в европейских странах, в Соединенных Штатах, в Канаде граждане, они, конечно, очень экономно и бережливо подходят к потреблению электроэнергии, потому что там тарифы значительно выше, особенно в зимние часы, нагрузки очень сильно увеличиваются. И это все, конечно же, отражается на ежемесячном счете, который выставляется абоненту. Потом, Например, Владимир, если они посмотрят на нас, они дико ужаснутся, я думаю, да? Скажут, что Ненормальные. небережливые очень абоненты, ну, на их взгляд. Вот, например, в Великобритании сейчас тоже за последние несколько лет связано там с изменением, с волатильностью там на газовом рынке, своповых операций очень выросли счета за свет. И для некоторых категорий населения, конечно, они неподъемны, и правительство вынужденно субсидирует этих граждан, но субсидирует в достаточно больших, так скажем, суммах и в мерах финансовой поддержки. Также вот вы упомянули, да, о других видах отопления.
У нас в республике сегодня электроэнергия является единственным основным источником, благодаря которому не только удовлетворяются там потребности в освещении комнаты, но и бытовая готовка, и в том числе в зимний период, конечно же, обогрев. Сейчас мы считаем, что более, конечно, рационально и разумно было бы, если бы у нас было несколько источников электроэнергии и диверсифицировать в этом смысле отрасль, конечно, очень правильно было бы. Но если граждане или же какие-либо юридические лица считают возможным для того, чтобы создавать у себя другие источники, а такие у нас случаи есть, конечно же, мы считаем это разумно и оправданно, с учетом Ну, это в имеющихся... частном порядке. А вот в больших домах, вот это же целые города, новый район, вот сколько там надо энергии. Это же, наверное, даже не 50% уходит на отопление, уходит гораздо больше. Это же нагрузка серьезная. У нас в зимний период ежесуточное потребление электроэнергии, оно увеличивается по отношению к среднемесячному летнему показателю практически в 2 раза. Конечно, это в первую очередь связано именно с тем, что граждане начинают обогревать свои дома, и это приводит к Павел значительному росту Владимирович, я нагрузки на извиняюсь, но энергосистему. вот в летний сезон тоже у нас нагрузка высокая. У нас бывает такое межсезонье, когда не надо включать кондиционер и не надо печку. Да? Вот тогда, наверное, можно посмотреть минимальная нагрузка какая и сколько добавляется за счет отопления. В летний сезон у нас нагрузка в 2 раза ниже, чем зимой практически. То есть все равно зимние показатели суточного потребления, они у нас превышают даже летние показатели, когда, как вы правильно отметили, у нас и население увеличивается за счет туристов, увеличивается и количество мест размещения предприятий значительно больше. Но несмотря даже на это, конечно, у нас нагрузка увеличивается. Летом высокая все равно. Ну вот месяц октябрь, если взять, там уже кондиционер не включаешь, печку пока тоже не включаешь. Вот это такое время, когда, наверное, самая наименьшая нагрузка. Ну вот как вы считаете, все-таки надо нам двигаться по пути и создания какой-то вот отопительной системы централизованной? Вы знаете, я думаю, что это, наверное, необходимо тоже реализовать, но мы должны исходить из реальных возможностей, которые сегодня в стране есть. А так дифференциация, конечно же, энергопотребление, конечно же, это разумно и правильно. Я понимаю, что это тоже затратное мероприятие, но в дальнейшем, в дальней перспективе, если у нас не будет этой системы, развивать до такого уровня генерации будет уже невозможно, наверное, когда и рост потребления еще помимо отопления у нас будет расти. То есть до бесконечности мы не сможем развивать уровень, увеличивать генерацию. Еще раз подчеркну, что у нас здесь есть примеры, когда отдельные, конечно же, субъекты, они самостоятельно, в том числе здесь и обеспечивают, используют какие-то альтернативные источники, в том числе и источники на возобновляемых источниках генерации. Ну, с подорожанием цены на электроэнергию таких людей будет больше. Это в частном секторе. Как вот быть в больших домах, многоквартирных, целые города, в массе своей. Вот это я имею в виду. А частник, да, он будет в своем доме, будет стараться, чтобы было подешевле, он будет создавать такую систему в своем доме, устанавливать, чтобы ему обходилось дешевле. Здесь вот еще раз, наверное, важно, конечно, и наведение учета в потреблении электроэнергии нашими гражданами. Это все вопросы взаимосвязанные, которые в конечном счете позволяют энергосистеме справляться с теми возрастающими нагрузками, которые появляются ежегодно в отрасли. Ну, просто я хотел бы услышать в долгосрочной перспективе, целесообразно будет создавать то же самое централизованное отопление, которое было в довоенный период, например, в городе Сокол. Водяные можно, конечно, создавать. Мы заострили свое внимание на задачах, стоящих перед электроэнергетикой, поскольку они сегодня наиболее остры. Но население также интересует ситуация и на топливном рынке, не только бензин и дизель, но и газ, как его в народе называют. Можем ли ожидать стабильного наличия этих продуктов на наших заправочных станциях? Ожидается ли рост цен в наступающем году?
Как вы знаете, горюче-смазочные материалы у нас практически 100% полностью импортируются из Российской Федерации. Здесь у нас действует соглашение о режиме торговли, которое ежегодно утверждаются компетентными органами и Российской Федерации, и Республики Абхазия, устанавливающие ввоз этих нефтепродуктов, беспошлинный ввоз объемов этих нефтепродуктов. В этом году такое соглашение тоже на следующий год уже утверждено. И в рамках вот этого межгосударственного соглашения мы с Российской Федерацией стабильно обеспечены в рамках этих объемов. А нужно сказать, что это практически 100% тех потребностей, которые в стране ежегодно формируются, обеспечены поставками нефтепродуктов в Республику Абхазия. Нужно сказать, что у нас немного хозяйствующих субъектов в топливной отрасли, и, конечно же, они являются самостоятельными экономическими субъектами, которые осуществляют свою деятельность. Ряд из них, к сожалению, иногда сталкивается со сложностями в поставке топливных ресурсов, и иногда у них, конечно же, формируется дефицит. Но в целом у нас в стране сегодня топливных запасов достаточно, дефицита топлива в стране нету. Мы и дальше будем стараться изыскивать возможности для того, чтобы обеспечивать здесь максимальную возможность для того, чтобы тот ресурс, который есть, он распределялся между всеми участниками отрасли. И, конечно же, задача о том, чтобы страна была обеспечена топливом, это очень важная для нас задача. И в рамках того, что дефицита у нас сегодня нет в отрасли, конечно же, то мы эти мероприятия и дальше будем с российскими коллегами прорабатывать для того, чтобы те барьеры, те сегодня сложности, которые существуют, их дорабатывать. Вот опять же на этом правительственном часе было подчеркнуто, что вот с ростом закупочной цены вот эта вот надбавка, которую добавляет наш топливозаправщик или оператор, как вы их называете, она поднимается, ну вот сколько там, 18% предельной, да, вот надбавки их. Но если вот, как он сказал, если топливо покупать по 100 рублей, то на литр уже эта маржа вырастает, идет, получается, 18, да, рублей. То есть вот может как-то пересмотреть уже пора это или не имеет смысла, как вы считаете? Гарри, смотрите, здесь тогда нам вот опять-таки, раз вы возвращаетесь к парламентскому часу, должен сказать, что вот то предложение и по надбавкам, которое было озвучено, да, конечно же, те цены, которые публикуются на там, открытых каких-то источниках, ну, это нужно смотреть те цены, которые заложены в контракты между субъектами. Конечно же, вот именно та цена, она, как вы ранее отметили, она, конечно же, увеличивается в соответствии с теми событиями, наверное, которые вы знаете, которые происходили. Выросла закупочная стоимость, соответственно, и увеличивается конечная стоимость для наших граждан. С одной стороны, увеличивается маржа, а с другой стороны, ведь наши, так скажем, топливные организации, никто же не знает, какая цена будет в следующем месяце. Понимаете, это фактор непредсказуемости, с которым ты работаешь. Да, бывает, что в этом году в этом месяце цена выросла, и в следующем месяце она вырастает. То есть у тебя тогда средства, которые тебе необходимо, да, нужно больше средств направить на то, чтобы следующую партию нефтепродуктов приобрести. Мы с вами находимся на одном из крупнейших узловых объектов нашей энергосистемы. Это подстанция БЗИП-220, который сегодня позволяет нам обеспечивать прием той электроэнергии, которую мы закупаем в Российской Федерации с августа месяца. И именно эта подстанция является принимающей и дальше распределяет эту электроэнергию нашим потребителям, нашему населению. Как вы правильно отметили, подстанция сегодня находится в достаточно хорошем состоянии. Здесь проведены все работы, которым должна соответствовать такая подстанция. Подстанция высокого напряжения 220 киловольт. Здесь современное стоит и коммутационное оборудование, и автоматика сегодня стоит, требует соответствующей сегодняшнему времени, ну и системы релейной защиты. И мы по праву сегодня гордимся этой подстанцией и очень хотим, чтобы наши все другие подстанции и такого же, и более низкого класса напряжения сегодня были в таком
презентабельном, отличном, работоспособном состоянии. И я хотел бы отметить еще, да, что вот именно подобные объекты, они, конечно же, обеспечивают независимость, самостоятельность всей нашей энергосистемы. Как вы видите, здесь все сопутствующее оборудование обновлено. Сердце, так скажем, этой подстанции узловой — это вот два больших трансформатора 125 мегаватт, которые сейчас вот находятся под напряжением. Они обеспечивают приемку и распределение электроэнергии. Загрузка на них в данное время, как вот нас проинформировал дежурный, составляет порядка 80%. Это, в принципе, допустимый объем загрузки на трансформаторах, что позволяет, конечно же, гарантийно и стабильно обеспечивать распределение электроэнергии. Знаете, я бы хотел добавить информацию. Вот у нас в обществе очень часто возникает такая дискуссия по справедливости, социальной справедливости тарифов, льгот отдельным категориям. В этой связи и в правительстве, и руководство страны, президентом поставлена задача. У нас с 1 января будут установлены льготы на электроэнергию для учителей сельской местности, для инвалидов первой категории, а также для многодетных семей, в которых трое несовершеннолетних и более детишек. И четвертая категория, на которую будет распространяться указанная льгота на электроэнергию, это матеря-одиночки, которые признаны в соответствии с нашим законодательством таковыми. Правительство считает, что данные вышеперечисленные категории наших граждан, конечно же, справедливо и необходимо поддержать. Льгота будет составлять 50% от установленного для данной категории тарифа на электроэнергию. Гарри, спасибо вам за интервью, спасибо за возможность еще раз обсудить вопросы, связанные с энергетикой. И нашему населению я бы хотел пожелать самого доброго, самого наилучшего в новом 2026 году, крепкого здоровья вам, вашим родным, и всего самого доброго, процветания нашей стране. Спасибо вам.